президент уже сегодня информирован, премьер-министр. И я думаю, что вот инициатором хотел попросить по итогам мы, конечно, и правительственные награды будем вносить. Нет, это просто чтобы люди знали. Я со своей стороны, как посол, хотел бы заверить, всегда буду рад, всегда двери открыты. Там коллег нет, те, которые нам помогали. Вот когда вы, наверное, в соцсетях наблюдали, какие у нас толпы были, какие очередя здесь. И наши коллеги, допустим, при первом 30 человек спасли, можно сказать. У кого опасность была там кровотечение, у кого-то там угроза выкидыша. Они все хотели улетать. Представьте, если бы это началось на высоте там сколько, 5-7 тысяч, то ни одного врача не летело. Поэтому очень важно, что значит, так договариваемся. Сегодня во сколько? Билеты где будут? Нет, вот схема такая, мы вам всем бесплатно билеты купим. Значит, граждане России сколько человек есть? Двое, трое, четверо. Ничего, значит, мы вам всем билеты купим, значит, и единственное, Аэрофлот там, чтобы вы знали, гражданам Казахстана, мы договорились с мэрией Москвы, они нам за половину дают, то есть за 10 тысяч, а гражданам России за 20 тысяч. Значит, мы это возьмем, спонсоров нашли, там на месте будет решено жилье, питание, да, и другие вопросы. Я сам это буду контролировать, потому что, отправляя вас в Казахстан, я тоже несу за вас ответственность, я понимаю. И хотел бы вас спросить, если каждый из вас будут проблемы, вы мне в личку тоже пишите, вы же знаете, в Facebook. Только пишите сразу, врач, там такой-то, да, чтобы сегодняшний, какое число сегодня? 4. Если можно, вопрос. Сейчас я закончу, значит, поэтому давайте так, туда поедете и назад приедете, мы все организуем, проблем не будет. Жилье, если у кого свое жилье там есть, это тоже не проблема. Не буду, да, чтобы не распространяться. Все хорошо, там это уже на месте решайте. Вот я просил бы Аселя Айтматова. Где ты пришла еще? Давайте, вот уже первая партия. На следующей неделе мы тоже готовы отправить. Только условия пока не говорите. Желает поехать, помочь. Конечно, у нас финансовые условия не те, как в России, вы сами понимаете. Исправительная система. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Sizin Facebook'a sizin лично sizde elektronik kançasını koyuyorsunuz. Birinde жазганда ушундай инициатива эмеризге жардам бересиз жана Мен енді оқуға қалғандық бар, білесіздер, я вас хочу информировать, вот мы планируем сегодня с утра вылетел рейс, вечером второй рейс может лететь, завтра, значит, через границу сейчас уже 1000 человек прошло, это казахскую, российскую, еще 500 пройдет. И вот завтра с утра еще 400 человек. Ну, представляете, мы каждого человека проверяем документы, нужно, не нужно, все это. Поэтому у нас сейчас просто от нехватки людей страдает. Но в целом надо какую-то даже символику, если надо, врач. Да, давайте так, врач-волонтер, вот так напишите, я буду сразу читать. Потому что меня, честно говоря, замучили. Я человек неравнодушный, в молодости тоже много проблем. И знаю, что такое, когда люди болеют. Я видел страдания своих родителей, их, к сожалению, сегодня нет. Я видел страдания многих людей, поэтому, как говорится, я душой и сердцем болею за людей. И я хотел бы сразу вас заверить, в отличие от некоторых, у меня, как политика, как дипломата, мысли, слова и дела я стараюсь максимально, чтобы они соответствовали. Не всегда хватает на всех людей, не всегда, так сказать, успеваешь помогать, но тем не менее, насколько возможно, мы стремимся. И также я настраиваю нашу команду. Члены штаба вот здесь сидят, вот Асхат Алиева, знаете,
полковник, представитель МВД, значит, в СНГ. Значит, вот советник здесь ребята стоят, вот Тимур Саралаев и так далее. Вот общественность нам помогает. Поэтому еще раз большое вам спасибо. Тогда договорились, личку пишите сразу врач, волонтер. Я сразу буду читать, ладно? Потому что... Дағы бір сұрау берейін бе? Беріңіз. Мен 12 майда мені реанимациядан қыздар шықырғанда старший медсестра барып, шындай мен группаның бәрі іштеп шықты. Ешке атабыз келіңіз деп. Мен бұл жаққа 2 жол келгенмін, 3 жол келгенмін. Вообще қой бербей қой шыққан мен шындай депші. Ну, ешкім если бы, ладно, мындай бір айтып атпаймын. Мен жастым бұл жергечі. Даже регистрация қылып алған жоқ. Мен 2 жол келіп қараттым бұл Жоқ, жерге. енді бұл өтті да, тұра ғой. Болды, өткен нәрсеге қайрылмайды. Азыр келешек дейін айтып. Birinci uçurttu dinledik bugün. Şunu bir yaş tutup koyuyorsun. Если қойғыла, бізде башаламандықта көп өткенде барыңарды албетте, поздравляю вас с профессиональным праздником. По-моему, Всевышний сделал так, чтобы не только, допустим, отдельный человек, а все мировое сообщество оценило труд врача. Действительно, та клятва, которую Гиппократа вы даете, она священна и действительно она самая необходимая. Нам не нужны никакие вооружения, нам не нужны высокие технологии, нам нужны врачи и учителя, я так считаю. Если мы хотим с вами жить в здоровом, нормальном, прогрессивном обществе, если мы хотим с вами видеть наших детей, внуков, живущих в процветающем обществе, в нормальном, стабильном обществе, и, конечно, труд врачей бесценен. И самое высокое, ну, будем так говорить, в бытие, это человеческая жизнь, правильно? Самая высокая цена. Никакие деньги, никакая власть, ни какие-то другие ценности, они в один день, значит, уходят у человека. Он теряет все, если у него нет здоровья, если у него нет высокопрофессиональных врачей. Поэтому всем вам здоровья, удачи, успехов. И самое главное, что для врача, я знаю, что слово хочу сказать, что признание было у вас. Потому что не всегда люди правильно понимают и оценивают, не всегда государство это оценивает. По-настоящему, чтобы вы были признаны обществом, признаны своими семьями, друзьями и всех благ вам, одним словом. Такой вопрос, буду кратко. Мы с праздником вас коллега. У нас такой вопрос технический. Там. У нас в клинике есть аппарат ИВЛ, да? Вот. Мы хотим подарить Кыргызстану, сейчас сегодня техник посмотрит и документация, да? И мы можем это через НИЦ, через наших врачей передать этот аппарат в самолет, если габариты позволят, то технически. Ну давайте будем думать. Как думать это? Давайте. Килограмм, наверное, около 40 килограмм, наверное. Ну ничего, вот единственное у нас просьба, там сколько у нас аппаратов, Руслан, надо передать у нас? 8, 12, да? Это кислородный компенсатор, который передается, или что? Кислородный компенсатор это маленький аппарат. Нет, Небольшие, да. которые купили, но они Нет, мы отправили, Да. два которые, да? Уже отправили, они уже летят. ИВЛ аппарат это который именно качает воздух, да, именно реанимационными качает. Это я для чего спрашиваю, потому что у вас, наверное, груз небольшой будет, если вы каждый оформите на себя и там возьмете. А большой груз мы можем тогда сами, значит, договориться и проплатить. Отдельно габарит. Да. Спасибо всем. Во-первых, с праздником. И вам спасибо, что поддержали инициативу. Так, теперь такой вопрос. Обратный путь. Вот. Обратно? О том, что я скажу свою ситуацию, да, вот меня отпустили на месяц, например. Вот. Не например, вот, реально на месяц отправили. А вот я должен вернуться через месяц. Да. Обратный путь мы обеспечим. Тоже будут билеты вам куплены. Вы гражданин Казахстана? Казахстана, да. Ну мы здесь ноты там и так далее. Да, Надо будет. пусть не- Значит, все границы закрыты. во-первых, я думаю, что у нас из дипломатов ты только, да?
Значит, список надо в понедельник отправить, ноты, которые выезжают, волонтеры туда, и чтобы сразу забить, чтобы назад было разрешение волонтеров. И Удовиченко позвоним. Я думаю, что в августе уже более-менее должно быть. Да. Но каждого врача, кто едет, мы безусловно, только заранее говорите нам. Значит, вот я вам сказал, врач-волонтер, и пишите свои проблемы, я вам буду отвечать, и мы будем очень оперативно с вами переписываться. Может еще вопрос? Жұмысқа келіп, менде деген дағы инициативаны бірінші көтеріп шыққан үшін бүгінгі күнде бүт Россияның әрбір региондардан бүлігі шалып жатыр. Мен врачмын, мен медсестрамын, біз дағы барсақ депші. Бұл рейске, конечно, алар успеть етпейді, ошон үчүн айтып жатқанбыз, бізде 100-ден ашады да, если чындап. Виталий, на этот будем сажать там от количества людей, вне очереди, конечно. Хорошо. Еще